Здравствуйте, в эфире «Реальная экономика», в студии Тимур Бекмурзин. Сегодня в центре нашего внимания тема, безусловно, важная и актуальная. Поговорим о пожарной безопасности в промышленности. Техногенные катастрофы могут быть гораздо опаснее землетрясений, цунами и извержений вулканов. Ведь они, как правило, кроме жертв, влекут за собой огромный вред окружающей среде на долгие годы. Вот лишь один такой случай. 1 ноября 1986 года в швейцарском городе Базеле произошел пожар на химическом заводе фирмы «Сандос». Он привел к сбросу в реку Рейн 30 тонн пестицидов, ртути и других сельскохозяйственных химикатов. Вода Рейна приобрела красный цвет. Людям в районе реки было запрещено выходить из дома. Загрязнения достигли Северного моря. В результате погибло 500 000 рыб, некоторые виды полностью исчезли. На территории Татарстана, по данным Госпожарнадзора, находится 54 критически важных объекта. Нефтехимический комплекс имеет стратегическое значение для экономики республики. Здесь работает около трети всех занятых на предприятиях Татарстана. Они выпускают половину всей промышленной продукции. При этом мы все понимаем, нефтехимия – отрасль с серьезными рисками возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций. Здесь очень важно говорить еще и о безопасности. Многие из предприятий действуют на городских территориях или в непосредственной близости к населенным пунктам. Тот же «Казань-Оргсинтез» расположен в черте города Казани. Крупнейшее предприятие столицы и Татарстана с богатыми традициями и амбициозной программой развития. Как здесь организована система пожарной безопасности? Очень важный вопрос, и об этом наша программа. Смотрите сегодня. История создания пожарного подразделения на Казань-Оргсинтезе и его жизнь сегодня в репортаже Алены Мартынец. Для чего нужны пожарные добровольцы в помощь профессиональным пожарным, а также как увлечение спортом приводит в профессию, узнаем в программе. Как создается современная база пожарной безопасности на таком объединении, как Казань-Оргсинтез, и почему так важно здесь не экономить, все расскажем и покажем. Немного общей статистики. Пожарную безопасность в Татарстане обеспечивают 927 подразделений различных видов пожарной охраны, которые насчитывают в общей сложности более 12 тысяч человек. Нефтехимические и топливно-энергетические комплексы Татарстана охраняют договорные подразделения Федеральной противопожарной службы. Об их успешной работе в республике говорит тот факт, что именно Татарстан, как наиболее сильный в этом плане регион, в конце прошлого года был выбран МЧС России для реализации пилотного проекта по созданию структуры, которая позволит оптимально сочетать централизацию управления и необходимую самостоятельность подразделений. И некоторые результаты реорганизации можно подвести уже сегодня. Штат подразделений, несущих охрану на опасных предприятиях Татарстана, в 2020 году был усилен на 327 штатных единиц. Их финансирование увеличилось по сравнению с прошлым годом на 669 миллионов рублей. Проводится разработка долгосрочных программ технического переоснащения подразделений. Впрочем, цифры, хоть и оптимистичные, не дадут полной картины того, как работают люди. На примере одного из таких договорных отрядов, который несет службу на ПАО «Казань-Оргсинтез», расскажем, с чем приходится им сталкиваться ежедневно 24/7. Алена Мартынец продолжит. Так проходят пожарно-тактические учения отряда, который помогает обеспечивать пожарную безопасность в ПАО «Казань-Оргсинтез». По сценарию сейчас подразделение ликвидирует чрезвычайную ситуацию, якобы возникшую на одном из объектов оргсинтеза. И тут важно знать не только азы пожарного дела, но и тонкости самого производства. В городе, я не знаю, у них своя структура. Тут более опасные объекты. Тут химическая промышленность. У нас проходит постоянно
ПТЗ, учения, занятия. Потом мы проводим в классе, у нас сборы проходят, мы разбираем карточки пожаротушения, руководство нам доводит особенности объекта, все, идет полный разбор. Пожарно-тактические учения проводятся для того, чтобы, если в реальной жизни что-то случится, действия каждого подразделения, действия каждого пожарного, чтобы все было слажено и чтобы при тушении каждый знал свои обязанности. Собирается весь отряд для того, чтобы узнать, где как расположиться при серьезном пожаре реальном. И чтобы знал каждое подразделение, что делать и какой ствол решающее направление подать. Непосредственно на территории ПАО «Казаньоргсинтез» несут службу 3 части казанского филиала управления договорных подразделений ФПС – 28-я, 31-я и 43-я. Все части расположены таким образом, чтобы в любую точку «Казаньоргсинтез» в случае необходимости в течение 3-5 минут прибывали основные силы пожарных частей. Первая их работа – это профилактическая работа. То есть они предназначены не только для того, чтобы оперативно реагировать на какие-то вещи, да? Они предназначены в первую очередь предупредить все те возможные ситуации, которые могут повлиять на пожарную безопасность «Казаньоргсинтез». От того, насколько правильно будет выстроено взаимодействие предприятия с профессиональными пожарными формированиями, зависит работа общей системы обеспечения безопасности производства и людей. Особенность этих отрядов отличается тем, что находятся на территории самих объектов. Это объекты для нас представляют особо такой риск. Это взрывопожароопасные объекты. Они созданы, это пожарные подразделения созданы именно для защиты вот этих предприятий. Учитывая риски, специфику самого объекта, выпускаемой продукции, пожароопасность самого объекта. История содружества профессиональных пожарных и специалистов-химиков на «Казаньоргсинтезе» насчитывает не один десяток лет. Пожарная часть была основана на предприятии практически одновременно с пуском самих производств. Параллельно с принятием решения о строительстве производственных мощностей решался вопрос организации противопожарной защиты данного предприятия. В 1961 году было сдано в эксплуатацию здание пожарного депо, которое вот у нас здесь находится. И в апреле 1963 года данное подразделение было сформировано и приступило к боевому дежурству. С этого дня и было положено начало истории пожарной охраны Казанского завода органического синтеза. Историю свою пожарные чтут и берегут все, что с ней связано. Несколько лет назад был создан своеобразный музей «Комната трудовой славы», где собраны свидетельства разных лет жизни отряда и все, что связано с пожарным делом. Очень старая каска пожарного, посмотрите. Также обмундирование старое, рукава старые, которое было в действии со времен образования 5-го отряда. То есть наши ветераны пожертвовали свои, скажем так, экспонаты для того, чтобы они были в музее, люди помнили об этом. Экспозиции пожарные, посвященные профессии пожарной, это выполнил наш бывший заместитель службы пожаротушения Гильманов Рустем Азатович своими руками. На старт! Внимание! Пошли! А это уже современные реалии. Бойцы пожарной части тренируют подъем по штурмовой лестнице в полном боевом обмундировании. Без специальной подготовки в боевке, которая весит 5 килограммов, с 15-килограммовой штурмовой пожарной лестницей подняться на 4-й этаж учебной башни и уложиться в норматив по времени не так-то просто. На стадии приема мы отбираем людей самых лучших. То есть идет отбор. Физическая подготовленность, психологическая подготовленность и, конечно, возраст учитывается. Мы, конечно, привлекаем для этой работы работников, которые раньше проходили службу на аттестованных должностях. Это в городе Казани, в городском отряде. Они владеют большим багажом знаний, опытом. Одна из самых важных не только для подготовки новых пожарных, но и для поддержания формы тех, кто работает уже давно, тренировка в теплодымокамере. Это своеобразный лабиринт, куда отделение входит в дыхательных аппаратах. В темноте, в заполненном дымом помещении они не только должны найти выход наружу, но и выполнить целый комплекс заданий. Отработанные баллоны заполняются дыхательной смесью на специальной базе газодымозащитной службы. Здесь мы занимаемся заправкой баллонов. То есть после
занятий, после соревнований, после ЧП, весь отряд приезжает сюда, и мы здесь заправляем баллоны. Баллоны предназначены для СИЗО, то есть для работы в задымленном помещении. Все, баллон заправлен. Учебный полигон пожарной части номер 31 – это место для проведения еще одной серьезной тренировки. Здесь проводятся занятия на огневой полосе, или, как ее еще называют, огневая полоса психологической подготовки пожарных. Ведь, как известно, работа пожарных осуществляется иногда в таких условиях, когда тушение огня переходит в настоящую борьбу на выживание. И тогда физические навыки могут свестись к нулю, если страх и растерянность овладевают бойцом. На сегодняшний день штатная численность пожарного подразделения по охране ПАО «Казаньоргсинтез» составляет 219 человек. Хорошая физическая и психологическая подготовка каждого из них подкреплена живым опытом и серьезными теоретическими знаниями. Ведь именно это, вкупе с хорошей современной материально-технической базой, гарантирует надежную пожарную безопасность на современном химическом предприятии. Профессионалы с большой буквы, так, пожалуй, можно сказать о каждом специалисте договорного подразделения Федеральной противопожарной службы, начиная от рядового бойца и заканчивая командиром отряда. Однако работы одних лишь профессиональных пожарных будет недостаточно, чтобы в полной мере обеспечить пожарную безопасность на таком современном химическом предприятии. Поэтому дополнительно создаются отряды добровольцев из числа самих работников. Есть такие объединения и на ПАО «Казаньоргсинтез». Благодаря специальной подготовке обычные рабочие, инженеры могут взять на себя борьбу с пожаром в первые минуты возникновения чрезвычайной ситуации. Как строится работа с добровольцами, как происходит взаимодействие между ними и профессиональными пожарными на «Казаньоргсинтезе», а также о том, почему на предприятии уделяется такое большое внимание особому виду спорта, в нашем следующем сюжете. Учитывая специфику производства, «Казаньоргсинтез» является химически и взрывопожароопасным объектом. Поэтому одним из важных элементов обеспечения безопасности является готовность персонала к локализации и ликвидации возможных аварий. И каждый работник оргсинтеза осознает, безопасность предприятия в целом тесно связана с ответственностью каждого на своем рабочем месте. Это азы, с которыми знакомят новичков, пришедших на работу на первом вводном начальном инструктаже. Кроме того, в каждом подразделении КОС существуют свои нештатные добровольные спасательные формирования, в том числе противопожарной направленности. В каждом цехе в месяц это проходит 4 учения по разным направлениям, да, в зависимости от того, специфика цеха, да, какие ситуации нештатные. Каждый человек в смене знает свое место. Каждый человек в смене знает, что он должен делать, куда идти. Первый день, и вообще мы должны понимать, что нештатные аварийно-спасательные формирования, которые существуют на «Казаньоргсинтез», это те подразделения, состоящие из профессионалов-химиков, да, те подразделения, которые в первую очередь участвуют в локализации и ликвидации того или иного инцидента или аварии. Взаимодействие происходит ежедневно с добровольными пожарными формированиями. Это прежде всего проверка сигнализации, автоматических систем тушения, дымоудаления, оповещения, первичных средств пожаротушения. Совместно обследуем производственные цеха, здания, сооружения, наружные установки, базы, склады, территорию. Проводим полномерное обучение. Также в рамках первичного, вводного, целевого, повторного инструктажей. В конце года, подводя итоги теоретических занятий, проводим практические занятия. Это соревнования добровольных пожарных формирований. В настоящее время на территории ПАО «Казаньоргсинтез» действует 203 боевых расчета добровольцев, в состав которых входит 2630 работников предприятия. Случись нештатная ситуация, первыми еще до приезда профессиональных пожарных в районе возгорания окажутся именно они, члены добровольных пожарных формирований. Их задача – принять меры по тушению пожара и, если необходимо, провести эвакуацию людей.
Дух состязания, который присутствует на подобных соревнованиях, помогает не только в пожарной безопасности. В отряде противопожарной службы также активно поддерживают особый вид спорта, который тесно связан с профессиональной направленностью. Об особенностях пожарно-прикладного спорта рассказал тренер сборной команды Фаргат Асатов. Первые состязания прошли в Советском Союзе еще в 1937 году, а международные соревнования регулярно проводятся с 1969-го. Как вспоминает Фаргат Завдатович, сам он в этот вид спорта пришел более 50 лет назад. В детстве жил при пожарной части, отец был сотрудником пожарной охраны. Учения и тренировки пожарных происходили на глазах мальчика. Так что ответ на вопрос, кем стать, был для него очевиден. Что касается сборной команды Казанского оргсинтеза, то на сегодняшний день у нее целый ряд серьезных побед. У нас 3 мастера спорта международного класса был подготовлен за этот период. Ну и более 30 мастеров спорта Советского Союза. Были чемпионы мира, вот дети были чемпионы мира, взрослые также становились чемпионами мира. Ну, чемпионы России, соответственно. Ну и последние годы у нас не только мальчики и девочки бегают, стали выступать и девушки, и женщины. Так что спорт наш прогрессирует, развивается, ну и мы не отстаем от мировых стандартов, скажем так. Артур Абдухаликов пожарно-прикладным спортом занимается с 14 лет. Ради интереса попробовал однажды пробежать полосу, показал отличные результаты, заинтересовал тренера. А в дальнейшем так увлекся, что не только добился высоких достижений в спорте, но и свою жизнь связал с профессией пожарного. Закончил Ивановскую пожарно-спасательную академию. Первая моя победа – это город Рязань. Там тогда была европейская программа «Актив». Там я на двоеборе занял первое место. Ну, это вот первые мои такие соревнования. Это всероссийские соревнования. И вот тогда я почувствовал вкус победы, так сказать. Понравилось. И самые значимые, это, наверное, вот в 2010 году, это чемпионат мира в Казани проходил. Вот, то есть он первый среди юниоров. Там я занял на штурмовой башне первое место. Алексей Егоров занимается почти 5 лет, тоже с подросткового возраста. Работает пожарным, планирует получить специализированное высшее образование. О пожарно-прикладном спорте и перспективах этого вида спорта говорит с увлечением. Ничего другого я на самом деле особо не пробовал, потому что не хотелось, потому что мне здесь больше всего нравилось. Ну и как-никак здесь уже люди больше всего понравились мне, потому что коллектив хороший, начальник тоже хороший, тренера все. Такого больше нету. Ну, здесь, потому что здесь командный вид спорта. Здесь ты не один. Здесь пока что еще людей мало, и еще люди только приходят и еще узнают об этом. Перспективы, что что-то есть лучше, нету, потому что сравнивать с другими видами спорта просто бессмысленно. Казань Оргсинтез продолжает развивать спортивную инфраструктуру в этом направлении. Практически готов к открытию новый спортивно-тренировочный комплекс. 4-этажная учебная башня позволит пожарным оттачивать мастерство даже в зимний период. А в самом комплексе предусмотрено все не только для спортсменов: площадка для командных видов спорта, тренажерный зал, раздевалки с душевыми, но и комфорт для болельщиков. Например, вот эта смотровая площадка на 45 человек. Вскоре гулкая тишина пустых залов сменится звуками тренировок, стуком мяча и азартными выкриками. А у спортсменов сборной Казани Оргсинтеза по пожарно-прикладному спорту появится еще больше перспектив для высоких побед. Группа компаний «Таиф» и руководство ПАО «Казань Оргсинтез» всегда в полной мере осознавали важность пожарной безопасности производства. Именно поэтому на вооружении у пожарного отряда, обеспечивающего безопасную работу всех заводов Оргсинтеза, на сегодняшний день уникальная спецтехника, некоторые экземпляры, которые создавались специально под заказ предприятия. Серьезные вложения в эту сферу безопасности уже успели оправдать себя неоднократно. И что интересно, на самом предприятии эта техника участвовала в основном только в учебных тревогах. А вот на пожарах в городе ее помощь была поистине неоценимой. Алена Мартынец продолжит. Лето этого года, 12 июня, около 10 вечера. На Казанской кустовой базе сжиженного газа раздался взрыв. В темное небо взметнулся огненный столб. Горела стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубометров.
Происходило факельное горение высотой до 50 метров. Огонь мог перекинуться на соседние резервуары. Учитывая, что общий объем резервуарного парка базы составляет 8 тысяч кубометров, можно себе представить, чем грозило бы такое развитие событий. На охлаждение горячей емкости и двух соседних был подан лафетный ствол. Поверхности резервуаров держали под постоянным слоем воды. Бесперебойное водоснабжение для охлаждения организовали с помощью магистральных линий, проложенных с Казанью Оргсинтеза, ближайшего объекта. Бойцы пожарных частей, охраняющих Оргсинтез, прибыли на опасный пожар в числе первых. Их работа продолжалась 2 суток, в общей сложности больше 50 часов. Кто знает, чем бы закончилось для Казани это происшествие, если бы не помощь людей и пожарной техники Казани Оргсинтеза. Стоит отметить, действовать на чужой территории им приходилось не в первый раз. Это не единственный объект в Казани, где были задействованы силы пожарного подразделения КОС. Ведь он как раз и специализируется на тушении промышленных пожаров. Это пожарный пеноподъемник ППП-32. Предназначен для подачи огнетушащих веществ на технологические установки, на большие резервуары. Высота подъема огнетушащих веществ 32 метра. Имеет свой запас пенообразователей 2 тонны. Ну, иногда в больших пожарах играет существенную роль для тушения технологических установок, резервуаров. А эти любительские кадры запечатлели события 4-летней давности. Август 2016-го – серьезный пожар в жилом доме Васинова. Горела квартира на 7-м этаже. Часть жильцов оказалась заблокирована. Пути отступления от дыма огня у них не осталось. И в этом случае на помощь пришли пожарные Казани Оргсинтеза. Сняли пострадавших при помощи уникальной автолестницы, вынос стрелы которой может достигать 42 метров. 12 человек были спасены по пожарной автолестнице и подъемнику. Еще 3 эвакуированы пожарными при помощи спасательных устройств. Отличились они там у нас, ребята, очень много людей спасли. И лестница в этой ситуации очень сильно помогла. Автолестница АЛ-42 предназначена для спасения людей и тушение пожаров непосредственно с самой люльки. И имеется лафетный ствол для тушения крупных пожаров и есть отдельные переходники для тушения квартир. Есть возможность подачи ствола Б для тушения локальных маленьких пожаров. На момент тушения упомянутого пожара Васинова это была самая современная и маневренная в городе автолестница. На сегодняшний день ПАО «Казань Оргсинтез» пополнил парк пожарной техники отряда противопожарной службы еще одним подъемником с выносом стрелы 72 метра. Для сравнения, это примерно высота Спасской башни Московского Кремля. С этой машиной можно спасать людей с 22-го этажа высотки. Пожарный телескопический автоподъемник «Витант АПК-72» был изготовлен по индивидуальному проекту специально для Казани Оргсинтеза. Он весит более 40 тонн. Шасси, способное выдержать такую нагрузку, заказывали у шведского концерна «Вольво». Стрела выдвигается на максимальную высоту всего за 1,5 минуты. Лафетный ствол, закрепленный в центре люльки, управляется дистанционно и способен распылять почти 4000 литров воды в минуту. Машина приобреталась для обеспечения промышленной безопасности на объектах предприятия. Но и в случае ЧП в городских высотных зданиях Казань также может рассчитывать на помощь этой уникальной техники. Данная машина на данный момент является единственной в Республике Татарстан и единственной по своей комплектации в России, так как она имеет в своем вооружении запас пенообразователя 2 тонны и насос, пожарный насос для подачи огнетушащих веществ на высоту до 72 метров. На данном автомобиле имеется люлька, грузоподъемность этой люльки до 500 килограмм, то есть одновременно можно спасать до 5 человек. На сегодняшний день 3 части казанского филиала управления договорных подразделений ФПС, охраняющего от пожаров территорию Оргсинтеза, это самые обеспеченные пожарные части в городе. Руководство группы компании «Таиф» и в лице генерального директора, и в лице руководства «Казань Оргсинтез», генеральный директор, главный инженер, четко понимают и приветствуют позицию, что оснащенность отряда должна быть всегда на самом высоком уровне. Реализация программы материально-технического обеспечения подразделений пожарной охраны Оргсинтеза находится под непосредственным контролем со стороны генерального директора «Таиф» Руслана Альбертовича Габудинова и генерального директора Оргсинтеза Минигулова Фарида Гертовича. Промышленная безопасность производства всегда была одной из первоочередных задач флагмана татарстанской нефтехимии. Однако и сам город, благодаря ПАО «Казань Оргсинтез», получает дополнительную защиту, противопожарную в том числе.
И для нас очень важно, чтобы люди и жители Казани понимали, что обеспечение безопасности «Казаньоргсинтез» – это не только обеспечение нашего предприятия, это обеспечение города Казани. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. До свидания. Встретимся на канале «Новый век».